Здравствуйте! Тема сегодняшней лекции – Альберт Ванеев о Петериме Сорокине. Труды по литературе. Эту лекцию прочитаю вам я. Меня зовут Наталья Станиславовна Сергиева. Я доктор филологических наук, профессор Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. В этом году отмечается 90 лет со дня рождения выдающегося коми-поэта Альберта Егоровича Ванеева. Но, наверное, не все знают, что Альберт Егорович, кроме того, что он был замечательным поэтом, он еще был таким же замечательным ученым. И кроме своего богатого поэтического наследия, он оставил еще научное наследие. Оказалось, что под конец своей жизни, а Альберт Егорович готовился к защите докторской диссертации, он обратился к творчеству выдающегося социолога с мировым именем, уроженца Коми-края Петерима Александровича Сорокина. Для меня в какой-то степени это было открытие, потому что, обратившись к монографии Альберта Егоровича Ванеева «Комизырианское просветительство», я увидела, что 5 глава этой монографии, а это труд как раз по докторской диссертации Альберта Ванеева, посвящен Петериму Сорокину. Но кроме этой монографии есть очень интересная статья, я сейчас вам ее покажу, которая так и называется «Петерим Сорокин. Литературовед». Первая публикация этой статьи была в 1999 году в литературно-художественном журнале «Север», который издается в Петрозаводске. И затем эта статья была переиздана в собрании сочинений, в трехтомном собрании сочинений Альберта Ванеева. И это, конечно, повысило ее доступность для исследователей, потому что обращаться к литературно-художественному журналу 1999 года сложнее, чем можно прочитать эту статью. Это очень интересная статья, как раз которая говорит об литературных интересах Петерима Сорокина. Несколько слов о Петериме Александровиче Сорокине. Это российский и американский социолог, культуролог, педагог. И он был уроженцем Коми-края. Более того, после того, как он в 1922 году не по своей воле покинул страну, он все равно по мере своих сил поддерживал отношения с родной землей. Он до конца своей жизни считал себя зырянином. Петерим Сорокин является ученым с мировым именем, автором 40 книг, которые неоднократно переиздавались в разных странах Европы, Азии и Америки. Он написал множество очерков, более 200 статей. Более того, полный список его трудов до сих пор не составлен. Ученые периодически еще обнаруживают какие-то другие статьи и переводы. И он является в настоящее время наиболее переводимым социологом. Его труды переведены на 48 языков мира. И, конечно, его имя носит наш Сыктывкарский государственный университет. Я хочу сразу сказать, что труды Петерима Сорокина по литературе, они относятся к российскому периоду его деятельности. Вот его портрет в 1917 году, до своего отъезда из России. Несколько вступительных замечаний. Статья Альберта Ванеева замечательна тем, что он, по сути дела, открыл тему литературы в творчестве Петерима Сорокина. И я хочу сделать еще несколько замечаний о специфике той лекции, которую я читаю сегодня. Дело в том, что основное – это взгляды Петерима Сорокина на Альберта Ванеева на исследуемые труды Петерима Сорокина. То есть мы не разбираем, собственно, работы Петерима Сорокина, а мы смотрим на то, что увидел наш замечательный коми-поэт в трудах Петерима Сорокина о литературе.
Вот. Кроме того, нужно сказать, что несмотря на то, что перечень рассматриваемых Альбертом Ванеевым работ достаточно полный, некоторые труды туда не вошли. Они не вошли по совершенно уважительным причинам. Дело в том, что, например, статья «Кое-что о современной беллетристике», она относится к 1907 году, и фактически она является самой ранней публикацией Петерима Сорокина, относящейся к теме литературы. Она была открыта совсем недавно, и в 2014 году она вошла в том собрание сочинений Петерима Сорокина, в котором были изданы его труды, его художественные произведения. Ну и кроме того, туда не вошла статья Достоевских как социолог, и еще статья памяти Верхарна, которая называется «Вихрь неумирающей жизни». Но Альберт Ванеев упоминает эту статью и как бы доказывает, что ведущий мотив поэзии Эмиля Верхарна как раз вот и раскрывается в этой статье. Кроме того, нужно отметить влияние журналистики, потому что Петерим Сорокин как литературовед – это несколько условное название. Он скорее выступает как литературный критик, и излюбленные жанры его литературоведческого творчества, вернее, литературного творчества – это очерк, а литературоведческого – это рецензии, это статьи, прежде всего критические и проблемные – это статьи-реплики. Вообще Ванеев сразу же показывает тот аспект, в котором он будет рассматривать творчество Петерима Сорокина. Он так и пишет: «Жгучий интерес молодого Сорокина к значительным явлениям мировой культуры вообще, литературе и искусству в частности, может быть своеобразной и важной ступенью в его самообразовании, может быть этапом подготовки к просветительской деятельности, а может быть рано пробудившиеся философско-литературоведческие интересы Петерима Сорокина вызваны сознательной подготовкой к будущим социологическим исследованиям». Конечно, Альберт Ванеев прав, потому что основные труды Петерима Сорокина, посвященные художественной литературе, они относятся к раннему периоду его деятельности, российского периода деятельности, когда он был еще студентом, когда он только начинал свою карьеру научную, профессиональную, политическую и так далее. То есть это действительно этап, это действительно ступень его самообразования, в его развитии профессиональном и научном. Посмотрите, пожалуйста, на структуру статьи. Она состоит из 9 разделов, и здесь приведены названия статьи. Ну вот Лев Толстой как философ – это первый раздел, заветы Достоевского, наши литературные течения об Андрее Белом, об очерках и рассказах Владимира Ропшина, то есть Бориса Савенкова, смена век как социальный симптом, начало Великой ревизии, Эмиль Верхарн и Кнут Гамсун, Уолт Уитмен и «Сквозь строй жизни». Вот. Это названия разделов, не все они приведены полностью, но чтобы было понятно, собственно говоря, что рассматривает Петерим Сорокин и какой круг писателей он привлекает. Ну и в скобках здесь указаны те даты, когда вышли в свет те или иные публикации. Ну вот давайте посмотрим в хронологическом порядке, так как они написаны Петеримом Сорокиным. В 1910 году относится публикация «Грезы Севера». Это рецензия на произведение Каллистрата Жакова. И уже в 1922 году, а в этом году Петерим Сорокин покинул Россию, относится сборник, рецензия на сборник трудов, который раскрывает идеи Иосифа Шпенглера. И называется эта статья «Начало Великой ревизии». Но, собственно говоря, предыдущая, написанная в 1922 году, «Смена век как социальный симптом», вот это тоже посвящена анализу сборника «Смена век».
Вот. Что еще нужно сказать? Что, во-первых, Альбертом Ванеевым проделана огромная работа. Конечно, автор опирался на объем информации и доступные источники, которые были в его распоряжении на момент написания статьи. Разумеется, уже в современный период, вот сейчас, можно сказать, что многие материалы появились. Вот, знания о биографии Сорокина расширились, были введены в научный оборот архивные материалы, и, наверное, сейчас Альберт Ванеев посмотрел бы на эти тексты по-другому. Но, как я уже сказала, своей статьей он открыл тему литературы в творчестве Петерима Сорокина. Что еще мы можем здесь сказать? Можем подчеркнуть устойчивый интерес Петерима Сорокина к проблемам художественной литературы в российский период его жизни и деятельности. Вот еще раз вернем слайд, где все обозначено в хронологическом порядке, и вы видите, что он писал о проблемах художественной литературы довольно ритмично и постоянно. Ну и что еще подчеркивает Альберт Ванеев? Что обращение Петерима Сорокина к литературным явлениям, их осмысление были не на ученическом уровне и обнаруживали в молодом ученом серьезного исследователя. То есть он показывает, что Петерим Сорокин изначально, еще будучи совсем молодым человеком, анализировал тексты художественных произведений, творчество писателей прежде всего, именно как ученый, глубоко вникая в проблему. Он это подчеркнет не один раз. Вот. Еще раз хочу сказать, что это обзорная лекция, точно так же, как статья Альберта Ванеева носит обзорный характер. То есть ждать здесь какого-то глубокого анализа нет, но есть определенные сквозные идеи, которые проходят через эти статьи. Есть концепция авторского видения, и это, наверное, самое интересное и самое ценное. Я считаю, что Альберт Ванеев своей статьей фактически подталкивает читателя к знакомству с трудами Петерима Сорокина, ну и к знакомству с текстом самого Альберта Ванеева, потому что, естественно, мы здесь не читаем, мы здесь просто делаем обзор. Так, вот я хочу показать вам собрание сочинений Петерима Сорокина, которое издается при поддержке правительства Республики Коми. И здесь интересно, что этих томов уже вышло достаточно много. Общий объем планировался в 30 томов. И вот как раз работы, которые рассматриваются Альбертом Ванеевым, мы их сейчас можем просто взять соответствующий том и прочитать. Альберт Ванеев, еще раз хочу сказать, он проделал огромную работу, потому что он знакомился с работами Петерима Сорокина по редким изданиям, малодоступным. Он работал в библиотеках, он читал эти произведения по текстам первых публикаций. Еще одно небольшое замечание, которое выходит за пределы статьи самого Альберта Ванеева. Дело в том, что литературное творчество Петерима Сорокина до недавнего времени было неизвестно. Мало кому известно, что Петерим Сорокин сам был писателем. Во-первых, роман «Прачечная человеческих душ», который он частично опубликовал под названием «Предтеча». Вот. Затем в архиве эта рукопись обнаружилась, в настоящее время она издана. Кроме того, в 1913 году было опубликовано 6 стихотворений Петерима Сорокина, но он писал больше. В архиве сохранилось 2 тетради стихов, которые сам автор озаглавил «Рифмованная ерунда». И вот в 2017 году в собрании сочинений Петерима Сорокина был издан том его художественных произведений, и многие из них впервые увидели свет. Вот я призываю познакомиться с этими произведениями, посмотрите, каким же он был писателем.
Ну вот как раз этот 5-й том, так он и называется «Прачечная человеческих душ. Художественные произведения» Петерима Сорокина. Вернемся к структуре статьи. Вот его все названия этих произведений, этих работ Петерима Сорокина. И будем рассматривать их по порядку. Значит, статья «Лев Толстой как философ», которая была опубликована в 1912 году, и отдельной брошюрой эта статья была издана еще в 1914 году. По сути дела, эта статья представляет собой полемику с книгой профессора Исаева, которая называлась «Граф Толстой как мыслитель». И в этой книге автор дает очень невысокую оценку философии Толстого. Сорокин же выступает с возражениями. Он защищает философские убеждения Толстого от критических нападок. Так и называется статья «Лев Николаевич Толстой как философ». Альберт Ванеев, говоря об этой статье, отмечает избирательное отношение Петерима Сорокина к философским идеям Льва Толстого. То есть это не концепция, а он рассматривает те идеи, которые он считает наиболее ценными. И, как пишет Альберт Ванеев, он предпочитает и обобщает идеалистические компоненты его учения, которые называет мистицизмом, и замалчивает так называемый трезвый реализм в мировоззрении гениального художника. И кроме того, очень интересно, что в этом очерке Альберт Ванеев увидел следы философских построений Каллистрата Жакова, которым в то время был увлечен Петерим Сорокин. Сам Альберт Ванеев называет эту статью очерком. Но что еще нужно сказать? Что вообще-то в самом тексте работы о философии Льва Толстого имя Жакова на самом деле ни разу не упоминается. Но вот эти параллели провести нетрудно, поскольку мы знаем о влиянии немецкой классической философии и как на Толстого, так и на Жакова. Кроме того, эта идея сквозного влияния на Сорокина идей Каллистрата Жакова и поиска этих общих точек соприкосновения в произведениях других писателей, в их мировоззрении, она прослеживается в самом тексте из статьи Альберта Ванеева. Он это видит, и даже в том случае, когда это не выражается, он это отмечает. Мы к этому обратимся далее еще не раз. Что еще можно сказать? Как раз он пишет о влиянии Каллистрата Жакова, и, по сути дела, он обращается к такому произведению Каллистрата Жакова «Сквозь строй жизни», которое тогда, кстати говоря, еще не вышло, но тем не менее Альберт Ванеев видит общность этих идей и говорит о том, что это автобиографическая повесть «Сквозь строй жизни», пронизана скорбью, тоской, глубокой тайной. И Сорокин приписывает, как считает Альберт Ванеев, эти черты всему еще и философскому мировоззрению Льва Толстого. Он так и пишет: «История философии знает много сущностей мира, но едва ли в какой-нибудь философской системе так резко и ясно был объявлен за сущность вещей Бог, основным атрибутом которого является любовь, не знающая границы предела, любовь не умственная, а непосредственная и живая». И возвращаясь к этим началам идеалистическому, мистическому и реалистическому философии Толстого, Альберт Ванеев считает, что Петерим Сорокин не хотел и не мог философски осмыслить трезвый реализм Толстого. Поэтому он избегал прикосновений к этой проблеме в мировоззрении гениального художника. Хочется сделать несколько замечаний об отношении к этой работе Петерима Сорокина в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что немногие работы российского периода жизни и деятельности Петерима Сорокина вообще привлекли внимание
ученых Соединенных Штатов. Вот статья «Лев Николаевич Толстой как философ» является здесь редким исключением. Эта статья переведена на английский язык, а американский исследователь Лоренс Николс считает, что философия Сорокина и его позиция как публичного мыслителя сформировались под сильнейшим влиянием жизни и трудов Льва Толстого, и что это влияние было исключительно сильным. Толстой, по мнению Сорокина, был систематическим мыслителем, сформулировавшим стройную концепцию, а именно философию любви с Богом как ее центром. И говоря о философии Толстого как основе позднего учения Петерима Сорокина о созидательном альтруизме, Николс пишет, что этот мистический подход отражает именно русскую культуру и общество и уходит корнями в специфический исторический опыт. Ну вот теперь обратимся к заветам Достоевского. Если статья о философии Льва Толстого была опубликована в 1912 году, то заветы Достоевского в 1921. И Альберт Ванеев обращает внимание, что вот эти 10 лет, а промежуток между ними действительно почти 10 лет, а эти 10 лет они охватывают Первую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции. И, казалось бы, в философских убеждениях Петерима Сорокина за это время, под влиянием этих событий, должны произойти значительные сдвиги, но этого не произошло. И главная задача, как считает Альберт Ванеев, ради решения которой написана статья, состоит не в том, чтобы указать народу путь спасения, а в том, чтобы приспособить к новым послереволюционным условиям заветы Достоевского. И еще раз предостеречь соотечественников от ложных путей движения к свободе, равенству, братству. Он подчеркивает, что в статье Петерима Сорокина прямо не упоминается Октябрьская революция, но подтекст этой статьи он направлен на полемику с большевиками, которые стали на ложный путь, который он называет католическим. Он пишет так: «Без любви, без нравственного совершенствования людей не спасет и перемена общественного строя, изменение законов и учреждений». Следующая статья очень небольшая, называется «Еще об Андрее Белом». Она была опубликована в 1920 году. И, по сути дела, вот, вы знаете, что Андрей Белый, чье настоящее имя Борис Николаевич Бугаев, это русский писатель, поэт, критик, один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма. И заметка-реплика «Еще об Андрее Белом» – это реакция Петерима Сорокина, реакция очень резкая, язвительная, на выход книги Андрея Белого «На перевале». На выход этой книги откликнулся статьей автор, который выпустил ее под псевдонимом «Эго». И называлась эта статья «Наши литературные течения об Андрее Белом». И вот на эту статью как раз Сорокин и пишет свою реплику. И Альберт Ванеев отмечает, что отношение русской культурной общественности к творчеству Андрея Белого в целом, а поэзии символистов также, оно было противоречивым. И это объясняется не только неприятием декадентской поэзии той частью русской интеллигенции, которая выросла на русской классической поэзии XIX века, или, например, отсутствием ответов на насущные вопросы о судьбах русской культуры. Основную причину этого неприятия Петеримом Сорокиным Альберт Ванеев видит в том, что между ними была идейно-политическая несовместимость. Андрей Белый, так же как и Брюсов Блок, не только признал Октябрьскую революцию, он активно участвовал в советском культурном строительстве. Ну и, по сути дела, в общем-то, Альберт Ванеев считает, что
как бы в эстетической стороне Петерим Сорокин здесь особенно не разбирался. В основном это причины этого неприятия как раз носят идеологический и политический характер. Ну вот еще следующий раздел посвящен той рецензии, которую опубликовал Петерим Сорокин в 1916 году на труды Владимира Ропшина. Это сборник очерков во Франции во время войны, сентябрь 14 года, июнь 1915 года. Под этим псевдонимом скрывался Борис Савенков. Это русский революционер, один из лидеров партии эсеров, руководитель боевой организации партии эсеров, участник Белого движения. Фигура политическая, фигура трагическая. Он был непримиримым противником советской власти, и в 1924 году чекисты фактически выманили его из-за границы, якобы для революционной борьбы. Вот. И затем он был арестован, его приговорили к расстрелу, который был заменен 10 годами заключения. И в 1925 году Савенков покончил с собой в здании тюрьмы на Лубянке. Вот. Но он вел очень активную политическую деятельность, он был успешным писателем. Еще раз хочу сказать, что он публиковался под псевдонимом Владимир Ропшин, он был очень популярный. И во время Первой мировой войны он находился во Франции и был военным корреспондентом в Париже. Ну, что касается его творчества в этот период, то он писал статьи, очерки, которые печатались в текущей прессе. Впоследствии они были объединены в книгу, именно на эту книгу и Сорокин пишет свою рецензию. С эстетической позиции, как отмечает Альберт Ванеев, он оценивает творчество Ропшина очень высоко, называет его большим художником. И по мысли Сорокина эта книга развернула великую народную трагедию и показала влияние войны на судьбы отдельных людей и целых наций. Значит, следующие два раздела, которые называются «Смена век как социальный симптом» и «Начало Великой ревизии», они опубликованы вот друг за другом, потому что они посвящены рассмотрению двух очерков философско-религиозных по своему характеру, и обе эти статьи опубликованы в последние годы пребывания Петерима Сорокина в России. Они посвящены рассмотрению двух философских сборников. Это сборник «Смена век» и сборник «Оскар Шпенглер и закат Европы». Оба эти сборника объединяют то, что обе эти критические статьи Петерима Сорокина, они не просто являются последними из опубликованных работ Петерима Сорокина перед его эмиграцией, последние посвященные вот такой вот как бы литературно-критической тематике. Но кроме того, они объединены идеологически и тематически. Вот. При этом нужно отметить, что среди авторов сборников, обоих сборников, литераторов на самом деле немного. Вот. И думается, что публицистическая форма этих статей и предмет обоих сборников, то есть роли судьбы русской интеллигенции, они привлекли внимание Альберта Ванеева, потому что, еще раз хочу сказать, что литературоведческими эти сборники назвать, конечно, нельзя. Главной стержневой идеей Альберт Ванеев считает, что мысль о позиции русской интеллигенции по отношению к любому правительству является ключевой. И она рассматривается и в том, и в другом сборнике. Сорокин видел глубокую ущербность, коренной недочет русской интеллигенции в том, что она всегда слишком тесно связывает себя с любой властью. И тогда, когда она боролась с ней, и Сорокин считает, что этот путь ложный и бесперспективный. Эту оценку Сорокина, данной им русской интеллигенции, Ванеев считает не только
точной, но справедливой и пророческой. Вот сборник «Смена вех», который вышел в 1909 году, и сборник «Вехи» и сборник «Смена вех», который вышел в 1921 году. Эти сборники, они перекликаются с собой. «Вехи» вышли после поражения русской революции 1905-1907 годов, а «Смена вех» – место издания Прага. То есть это уже после революции 17 года, революции для большевиков победоносной. Вот некоторые авторы здесь участвовали и в той, и в другой, в том и в другом сборнике. Вот. И если «Вехи» – это как раз вот сборник статей русских философов начала XX века, русской интеллигенции, ее роли в истории России, то «Смена вех» – это сборник публицистических статей философско-политологического содержания. И авторами выступали как раз видные представители либерального направления русской эмиграции. Почему эти сборники, посмотрите, они как бы помещены здесь рядом? Потому что они перекликаются, потому что авторы сборников «Смена вех», они полемически отталкиваются от сборника «Вехи». И они предпринимают попытку осмыслить роль российской интеллигенции в новых политико-экономических условиях. Общей идеей сборника «Смена вех» стала мысль о возможности принятия большевистской революции и примирения с ее результатами ради сохранения единства и мощи российского государства. Сорокин выступает против. Теперь второй сборник «Оскар Шпенглер и закат Европы», который был издан в Москве в 1922 году. Вот само название сборника как раз проводит прямую ассоциацию с книгой Освальда Шпенглера, который известен, вот наиболее известный перевод, там название «Закат Европы». Вот. Книга была чрезвычайно популярной в то время в Германии и в других европейских странах. И идеи Шпенглера, они воспринимались в Европе как пророческие. Авторы сборника Освальд Шпенглер и «Закат Европы», они предприняли попытку ввести читателей в мир идей Шпенглера. Петерим Сорокин откликнулся на появление этого сборника аналитической статьей, которую назвал «Начало Великой ревизии». И Альберт Ванеев, рассматривая эту статью, он видит здесь три ключевые идеи. Ну, во-первых, это разрушенное кризисом духовное состояние русской интеллигенции после революции и гражданской войны. Но при этом Сорокин считает, что нужно учесть этот опыт, осознать его, в связи с этим произвести настоящую ревизию и проверку как основ всей культуры, так и нашего традиционного интеллигентского мировоззрения, не становясь при этом ни безнадежными пессимистами, ни барабанными оптимистами, ни потрясенно ошарашенными маньяками катастрофы и гибели. Петерим Сорокин не согласен с тезисами о закате европейской культуры. Да, это кризис, но кризис, который будет преодолен, духовная жизнь восстановится. Сорокин призывает к тому, что здоровые силы русской интеллигенции должны ориентироваться на западную науку и культуру, а не заниматься только апологетизацией будущей российской культуры. И Альберт Ванеев делает вывод о главной ценности статьи Сорокина. Он считает, что в этот период переоценки ценностей Сорокин не потерял голову, а выработал для себя в этой обстановке русской смуты четкие ориентиры, которые постепенно, но неуклонно способствовали движению на вершины социологической науки. Ну вот мы дошли до трех последних разделов как раз вот статьи Петерима Сорокина, о Петериме Сорокине как литературоведе, которое рассматривает вот Альберт Ванеев. И эти три последние раздела, они посвящены именно как раз творчеству писателей. И вот первая эта статья так и называется «Гамсун и Верхарн как выразитель современных дум и настроений». Она написана в 1911 году и посвящена творчеству Эмиля Верхарна, выдающегося бельгийского поэта и драматурга, одного из крупнейших представителей европейского символизма.
Верхарн – автор более 20 сборников стихотворений. Он жил и творил в конце XIX – начале XX века на довольно большом историческом рубеже. Верхарн был очень популярен в России, практически все его творчество было переведено, потому что оно оказалось близко русским литераторам, которые тоже в ту эпоху искали пути познания новой реальности XX века. Валерий Брюсов называл Эмиля Верхарна Данте современности. Ну вот, прежде чем перейти к рассмотрению тех идей, которые освещает Петерим Сорокин в своей статье о Верхарне и Гамсуне, и то, что подчеркивает там Альберт Ванеев, хочется сказать, что Эмиль Верхарн, который вошел в историю литературы как франкоязычный поэт, на самом деле был фламандцем. Вот. Его родной язык был фламандским, который в то время не преподавали, и родители отправили его в иезуитский интернат, где учили на французском языке, и именно этот язык стал языком творчества. Альберт Ванеев выделяет социальный аспект творчества Верхарна в восприятии Петерима Сорокина. Он пишет так. Петериму Сорокину было идеологически созвучно стремление Верхарна конца 90-х годов XIX века к выходу из отчаяния, из состояния анархического бунта, лишенного конкретной цели. Верхарн с болью наблюдал и поэтически осмысливал процесс поглощения капиталистическим городом патриархальной деревни. И в этом, как считает Альберт Ванеев, Петерим Сорокин находил подтверждение собственным просветительским идеям. Другой аспект поэзии Верхарна, по мнению Альберта Ванеева, заключается в образности его творчества, выражающего идею жизни как вихря, как борьбы. Он так и пишет: в образе вихря Петерим Сорокин подчеркивал в поэзии Верхарна жизнь, действие, борьбу, буйство сил, падение и полет, величие и позор, подтверждая эти образы поэтическими примерами. Вот. Очень эмоционально он пишет в своей статье «Вихрь неумирающей жизни», посвященной смерти Верхарна. К сожалению, в возрасте всего лишь 61 года он трагически погиб в Руане. Толпа на вокзале вытеснила его на край перрона, он упал под колеса уходящего поезда, и вот эта трагическая гибель, она произвела большое впечатление на Петерима Сорокина. Теперь Кнут Гамсун. Кнут Гамсун – это норвежский писатель. Ну вот, как вы видите, он прожил жизнь очень-очень долгую. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1920 года. Считается одним из самых влиятельных и новаторских литературных стилистов последних 100 лет. Гамсун считается лидером неоромантического восстания на рубеже XX века. Его более поздние работы находились под влиянием норвежского нового реализма, изображая повседневную жизнь сельской местности Норвегии. И он там часто использует местный диалект, иронию, юмор, и это тоже, конечно, привлекало внимание. Как я уже сказала, оба писателя были очень популярны в России. И вот эта статья «Гамсун и Верхарн как выразитель современных дум и настроений», она опирается на материалы публичной лекции, которые прочитал Петерим Сорокин в Великом Устюге. Ну и есть свидетельство того, что это была не первая лекция, что он в Вологде ее тоже читал, может быть, и в других местах. И вот эта вот первичная устная форма реализации, она, в общем-то, заметна в тексте в самой этой статьи. Вот она насыщена, такая выразительная, насыщенная риторическими приемами. Очень интересная, конечно, статья. Вот. И Сорокин вот в этой статье и в той статье, которую он написал на смерть Верхарна, он, по сути дела, как считает Альберт Ванеев, дал трезвую, глубоко мотивированную оценку реализму поэзии Верхарна, ее демократизму, и тем самым как бы отдалял и отмежевывал от символизма.
Вот если говорить о Кнуте Гамсуне, то, как считает Альберт Ванеев, то внимание Сорокина к рассказам, повестям и романам Кнута Гамсуна в какой-то мере объяснимо северным колоритом. То есть это северный пейзаж, высокие идеалы, моральные ценности, истинные человеческие качества северян, но не только. Альберт Ванеев как тут тоже указывает на связь творческих изысканий Кнута Гамсуна и Калистрата Жакова. В тексте статьи о Верхарне и Гамсуне такого вывода нет. Но Альберт Ванеев эту аналогию видит. Он пишет так. Тот и другой мечтали о жизни близкой к природе, о жизни свободной от ненавистной и презираемой материальной выгоды. В разной степени, но оба были сосредоточены на своих грезах, размышляли о великих тайнах бытия, им обоим была близка и понятна сила духа. И к этому следует добавить, что в творчестве и Гамсуна, и Жакова значительное место занимает противопоставление современному капиталистическому городу устойчивого уклада крестьянской жизни, близкого к естественному круговороту природы. Вот еще одна очень интересная статья, которая посвящена рассмотрению поэзии Уолта Уитмена «Бард жизни». Уолт Уитмен – это американский поэт и публицист, новатор свободного стиха. К концу жизни он обрел славу первого общенационального поэта США. В России к творчеству Уитмена относились с большим вниманием. В 1907 году вышел первый сборник стихов Уитмена в переводах Корнея Чуковского, который считается в настоящее время классическим. Но первый перевод, он принадлежит Константину Бальмонту, который в 1904 и 1905 годах опубликовал переводы всех стихов Уитмена под названием «Побеги травы». Такое как бы хрестоматийное название «Листья травы», оно как раз известно из переводов Чуковского. Анализируя статью об Уолте Уитмене, Альберт Ванеев, он ограничивается замечаниями о ключевых соображениях Петерима Сорокина о поэзии Уолта Уитмена, о тех замечаниях, которые выражали ведущие общественные идеи XIX века и вообще о природе его поэтического мастерства. Такое очень краткое рассмотрение, я бы сказала, даже где-то пунктирное. Поэтому я призываю, если есть такая возможность, чтобы прочитать саму эту статью Петерима Сорокина. Она довольно большая, она очень интересна. Она насыщена поэтическими примерами. И Петерим Сорокин, он чувствовал и понимал поэтическое новаторство Уитмена. То есть, скажем, Андрей Белый, он при рассмотрении его творчества отвергал какие-то его идеи. Но это не значит, что он был чужд поэтическому новаторству. Поэтическое новаторство как раз Уитмена, он пишет, что оно и восхищает, и раздражает. Но все-таки в большей степени он был восхищен поэзией Уитмена. И он присоединяется к восторженному мнению Бальмонта о творчестве американского поэта. Петерим Сорокин понимал, что на самом деле Уолт Уитмен в своих поэтических произведениях выразил ведущие общественные идеи XIX века. Во-первых, он говорит о главной тенденции поэзии Уитмена – это воспевание равенства и братства всех народов. По Уитмену нет ни лучших, ни худших. Уитмен проповедовал значимость личности как абсолютной святости. И в этом смысле проститутки, преступники, убийцы и люди-носители добродетели, они все равны. Вообще эта идея равноправия, тожества – это любимое понятие Уитмена. Сорокин это видит, и Альберт Ванеев это тоже подчеркивает. Во-вторых, молодого Петерима Сорокина восхищала жизнеутверждающая сила поэзии Уитмена. То есть он тоже, как и Верхарн, великий певец жизни. И в-третьих, и Верхарна, и Уитмена Петерим Сорокин называл
певцами демократии. И он заканчивает статью «Бард жизни» лирическим отступлением, которое, по сути дела, это гимн нарождающейся демократии. Вот. То есть можно любить и не любить будущее царство Демоса, царство солидарности и деятельной любви, но оно неизбежно и в этом смысле предельно. Точно так же можно любить и не любить Уитмена, но он неизбежен, а потому пределен. Как и все великие творцы, он нов и пределен, и поэтому сомнителен. Так пишет Петерим Сорокин. И Альберт Ванеев допускает такую мысль, что именно ради вот этого эмоционального признания в любви к демократии и написана статья «Бард жизни». Может быть, именно поэтому Петерим Сорокин так хорошо вписался в контекст американской жизни. Ну и, наконец, заключительный раздел статьи Альберта Ванеева – это «Грезы Севера». Это тоже ранняя работа 2010 года, и она посвящена рецензии на произведение Каллистрата Жакова. Вот. На севере в поисках за Памом Бур-Мортом, в хвойных лесах, из жизни и фантазии, очерки жизни рабочих и крестьян на севере. Вообще влияние философии и самой личности Каллистрата Жакова на Петерима Сорокина как раз вот в период с 10 по 12 год, вот, а в этот период были написаны самые примечательные литературоведческие труды Петерима Сорокина, трудно отрицать. Вот. Вообще нужно сказать, что роль Жакова в жизни Петерима Сорокина была очень велика, и сама проблема Петерим Сорокин и Каллистрат Жаков, она еще ждет своего исследователя, а скорее всего исследователей, потому что и в биографии, и в творчестве, и в мировоззрении Петерима Сорокина в этот период влияние Жакова огромно. Вот. Альберт Ванеев видит влияние Жакова даже там, где оно, в общем-то, эксплицитно не выражено, и мы уже это подчеркивали, что в статьях Лев Николаевич Толстой как философ, Гамсун и Верхан как выразитель современных дум и настроений, он пишет о влиянии Жакова. При этом, по мнению Альберта Ванеева, в статье «Грезы Севера» Петерим Сорокин выступает, тем не менее, как объективный и квалифицированный рецензент. Он был тогда еще очень молод, вот. Но как этнограф и литературный критик он, в общем-то, вполне зрел. И он досконально разбирает этнокультурную зырянскую специфику произведений Жакова, философский мир и эстетическую сущность его творчества, связь с традиционной культурой коми-зырян. Он в этой тематике прекрасно ориентировался, он был уже достаточно образован для того, чтобы квалифицированно судить о достоинствах этих литературных произведений. Ну и по сути дела, вот при желании, как пишет Альберт Ванеев, Сорокин мог бы отметить не только типологическое сходство произведений Жакова и Кнута Гамсуна, он мог бы даже провести такую прямую перекличку образов и персонажей. И тем не менее, в отзыве рецензии Сорокина нет односторонней апологетизации творческих усилий Каллистрата Жакова. Он пишет о том, что некоторые из этих произведений недостаточны. Он не является горячим поклонником Жакова и горячим его сторонником в тех случаях, когда писатель пытается беллетризировать свои философские взгляды. Вот. И как замечает Альберт Ванеев, эстетическое чутье, глубокое разностороннее знание жизни коми-народа и широкая эрудиция позволили Петериму Сорокину дать объективную оценку произведений Каллистрата Жакова. Ну вот мы и дошли до конца. Какие же выводы делает Альберт Ванеев, завершая рассмотрение вот эту тему Петерим Сорокин как литературовед? Во-первых, он отмечает, что интерес Петерима Сорокина к литературе стабилен в течение всего российского периода его деятельности. Он также отмечает, что центральными философско-литературоведческих исследований социолога-первопроходца оказались проблемы философии, истории, философии общественных и социальных явлений, философии литературы. Альберт Ванеев отмечает глубину проработки исследуемой проблемы, свободное владение материалом, что делает работы достоверными и убедительными,
а широта литературоведческих интересов Петерима Сорокина простиралась от произведений комизерианского писателя Каллистрата Жакова до сложнейших стихотворений американского поэта Уолта Уитмена. Что еще нужно сказать в заключение? Заслуга Альберта Ванеева в том, что он собрал, объединил труды Петерима Сорокина по литературе и показал, что интерес этот носил не только стабильный и разнообразный, но не случайный характер. Поскольку речь идет о произведениях российского периода, значит ли это, что все, потом этот интерес обрывается? Нет. Он не обрывается после отъезда из России, а закономерно продолжается, но уже в рамках социологии. И, как отмечает исследователь его жизни, деятельности и творчества, ленинградская исследовательница Марина Васильевна Ломоносова, в американский период творчества интерес Петерима Сорокина к литературе нашел отражение в его фундаментальном исследовании «Социальная и культурная динамика», ставшем классикой мировой социологии. Целый раздел этого труда посвящен литературе и литературной критике. Так что ничего не было напрасно. Спасибо за внимание.